Россия-2024. Совместные рейды полиции скинхедов. Хатлон. Подомовой обход по выявлению экстремистов. Узбекистан. Марии Захаровой предложили запретить въезд. В России продолжаются антимигрантские рейды, которые сопровождаются проявлением особой жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов и представителей националистических организаций, непонятно на каком основании принимающих участие в данных мероприятиях. СМИ сообщают о как минимум 2 таких рейдах за последние несколько дней. Один из рейдов прошел на складах детского мира в городе Наро-Фоминск Московской области. Как сообщили трудовые мигранты, кроме сотрудников полиции и Росгвардии, в рейде принимали участие также и представители националистической организации «Русская община». В ходе мероприятий сотни трудовых мигрантов из Центральной Азии подверглись оскорблениям и унижениям. Сказал собеседник проекта «Мигрант Медиа». Полиция и силовики совершили свой налет в то время, когда, по словам нашего собеседника, все были заняты своей работой. Сказали, что это проверка, заставили всех оставить свои рабочие места и собраться в одном месте. Для них не было никакой разницы, русский или мигрант. У всех проверяли документы. И если человек был свой, местный, его отпускали, а всех мигрантов собирали в кучу. Там были из МВД, из Росгвардии, ОМОН, русской общины, практически из всех органов власти. Вошли в 10 часов, собрали людей и продержали их на улице примерно до 4 часов вечера. Тех, у кого не было документов, увезли, а над оставшимися стали издеваться, рассказывают очевидцы. Они создают объекты своей культуры, молильные дома. То есть они вот уже физически захватывают нашу территорию не только идеологией, но и конкретными объектами. Примечательно, что крупнейшая националистическая организация в России «Русская община» начинает приобретать все большее влияние, явно имея поддержку со стороны государства. Наблюдатели связывают организацию с православным олигархом Константином Малафеевым, финансировавшим ДНР и ЛНР, а также ультраправые группировки, принимавшие участие в вооруженных действиях на территории Украины. Только представьте себе, что бы произошло, если бы, к примеру, татары, чеченцы или черкесы вышли на улицы, перекрывая дороги и скандируя, что Бог только с ними, или Кавказ для кавказцев и тому подобные лозунги. Для неонацистов такие марши проходят совершенно безнаказанно, с молчаливого одобрения властей. Напомним, что на днях оказался арестован по обвинению в разжигании межнациональной вражды русский мусульманин и популярный блогер Мансур Гнеев, вступивший в публичную полемику с главой русской общины Андреем Ткачуком, назвавшим мусульман мусульманской нечистью. Это настоящий русский марш патриотов страны. Кто с Богом в сердце и любовью к своей державе вышли помолиться о победе нашего воинства в спецоперации и защите страны от мусульманской нечисти. Заявил в сентябре националист. С учетом того, кто в итоге оказался за решеткой, стало ясно, на какую из сторон конфликта в итоге встала российская власть. Что в принципе ни для кого не стало сюрпризом, ведь до него аналогичное заявление сделал член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Вот круг и замкнулся. Стало понятно, что именно многомиллионное переселение басурман и радикализация части нашего общества привели к росту халялизации в экономике, заявил он. Мигранты в том качестве, в котором они сегодня есть, а в том количестве, которое они есть, и в том настроении, в котором они есть, они реальная сила для разрушения нашей страны. И хотят, чтобы этой силы было больше. Наши враги. Они навязывают свои правила игры в чужом доме. В Хатлонской области Таджикистана проходит подомовой обход с целью разъяснительных бесед с населением на тему радикализма и экстремизма. В мероприятии участвуют 1800 госслужащих, в основном это работники системы образования, здравоохранения и депутаты местных советов, сообщает «Настоящее время».
По утверждению чиновников, единственная цель таких бесед – профилактика радикализации молодежи. Агитгруппы обсуждают с людьми тему женской национальной одежды, которая продвигается режимом вместо ношения хиджабов. Спрашивают о родственниках, которые живут за границей и якобы могут стать религиозными экстремистами, а также агитируют молодежь служить в армии. Глава Хатлонской области Давлатали Саид ранее сообщил, что чиновники, которые ведут агитационные беседы, проходили специальные курсы по общению с населением. За 7 месяцев этого года агитгруппы обошли почти 622 тысячи домов. Рассказывает Анзурат Саломзада, замглавы Хатлонской области. При этом агитационные группы снимают свое общение с людьми на фото и публикуют отчеты в соцсетях. Критики власти в связи с этим заявляют, что подомовой обход населения со стороны чиновников является ничем иным, как проникновением в дома граждан и вмешательством в их личные дела. Чиновники это отрицают и говорят, что выбранный метод лишь позволяет выявить наиболее уязвимые семьи и необходим для борьбы с радикализмом среди молодежи. Вопрос радикализации в области настораживает, в особенности примыкание молодежи к различным экстремистским движениям. Таких случаев много, говорит Давлатали Саид. Наблюдатели отмечают, что под словом «радикализация» подразумевается любое проявление исламской активности. В стране уже на протяжении многих лет фабрикуются уголовные дела под предлогом радикализации, экстремизма и терроризма в отношении жителей, особенно в отношении религиозно активной молодежи. Советник главы Минэкологии Узбекистана Расул Кушербаев предложил включить официального представителя МИД России Марию Захарову в список иностранных граждан, пребывание которых в Узбекистане считается нежелательным. Поводом для этого стало ее заявление в связи с избиением русскоязычного мальчика учителем в одной из школ республики. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела России, в частности, в происходящее в российских школах. Это сугубо внутреннее дело России. Поэтому вмешательство представителя МИД России Марии Захаровой во внутренние дела Узбекистана, связанное с инцидентом в ташкентской школе, это не просто случайное высказывание, заявил Кушербаев. Настало время включить Захарову в список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд в Узбекистан. Этот список следует начать именно с нее, предложил чиновник. Мы видим, что уже пришло осознание, что Россия использует русский язык и вот всю эту русско-мирскую историю как элемент гибридной войны и влияния на другие государства. Напомним, что ранее в интернете распространилось видео, на котором учительница одной из ташкентских школ применила насилие в отношении ученика после того, как он потребовал ввести урок на русском языке. На инцидент немедленно отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. В ответ вице-спикер Нижней палаты парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал представителей России заниматься собственными проблемами. Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них предостаточно, заявил он. В общем, кто такие русские?
и какие они шовинисты, поняли уже и в Узбекистане, и в Казахстане, и в других государствах, которые все прекрасно понимают, что это империя, которая ко всем относится как ко второму сорту. Примечательно, что в самой России дети мигрантов из Центральной Азии постоянно сталкиваются с трудностями при зачислении в детские сады и школы. И это не говоря уже о дискриминации, которой дети и их родители подвергаются на каждом шагу. В торговых центрах одни мигранты, в школах учительница, это такой резонансный был случай, отказалась преподавать в школе, потому что там в основном узбеки и таджики, русских в школах мало.